Я журналист портала Активатика. Вы в Таджикистане сейчас? Я был насильно выведен с территории России в 2017 году, 12 декабря. Это, соответственно, после спецприемника, в стране, которой я никогда не имел гражданства. И пока остаюсь в Таджикистане, судебной системы России обратились мои адвокаты. Там закончилось по 3 административным делам. В общем, я передал часть документов по КПЧ, это Комитет по правам человека при Организации Объединенных Наций. Уже был рассмотрен 21 июля 2019 года. И 2 административных дела связаны с паспортом и, соответственно, регистрация по жилищной площади у меня. Они хотели его захватить. Остается в Страсбурге. В ближайшее время также будут передаваться в ПАСЕ. В Таджикистане я прошел все суды до Верховного суда Таджикистана. Они признали, что в советские времена я родился в Таджикистане, и я считаюсь, при всем уважении были нарушения в конституционном порядке, являюсь гражданином Таджикистана. Да по сегодняшний день я не имею ни паспорта России, ни паспорта Таджикистана. Скажите, то есть вы добиваетесь того, чтобы вам вернули российское гражданство? Если вам честно сказать, я хочу вернуть чистое лицо и совесть людей, которые, может быть, не так много, но в приличном количестве пострадавших являются на постпространство СНГ, благодаря сегодня необдуманный созданный механизм, в частности, миграционной концепции российского государства. Но это, скорее всего, зависит от самого господина Путина. Я понимаю, что авторитет, рейтинг. Я понимаю, что было раскрыто достаточно очень большое количество преступлений, совершено было на территории Российской Федерации по отношению и граждан Таджикистана, и граждан СНГ. У нас достаточно были, соответственно, доводы предоставить руководству России. Предоставили, соответственно, мы. Это связано было невыплата заработной платы больше 1 миллиарда рублей, только Москва, больше 1,5 миллиарда Московской области. Это связано было с тем, что большинство граждан буквально отбывая наказание. Все наши требования были, значит, невиновных освободить, значит, заработные платы заплатить гражданам и вести нормальный диалог с простыми трудовыми мигрантами, в первую очередь, из стран СНГ, а больше пострадавшие являлись граждане Таджикистана, а их количество намного больше, если на уровне населения практически 70% из общей трудоспособности Таджикистана трудится на территории России. А с чем сталкивается, вы сами прекрасно знаете. Это безобразие, это давление, это унижение, ну, оскорбление, соответственно. У нас волновало, как общероссийское общественное движение, но сугубо являлся российской организацией, она была зарегистрирована. Но в 2014 году, вы знаете, после событий на рынке Садовод, именно мы уже выявили, там идет вербовка наших граждан на территории Сирийской республики в составе ИГИЛь и Талибан. Передали, что туда должны войти наши, соответственно, созданы комиссии числа волонтеров движения. Было, соответственно, отказано, и руководитель рынка предпочел, чем туда отправить представителей общероссийского движения, лучше избавиться от организации, закрыть через Министерство юстиции. Он был инициатором. Это Захар, соответственно, вы знаете. Это Амар Магомедович. Не секрет, что оборотни погони давно уже являются криминальными, коррумпированными. Считали, что взять большую сумму денег, это N миллионов, взамен, что убрать глава таджикской диаспоры, арестовать общероссийское общественное движение. Но они добились самого главного, что деньги, оказывается, решают все в российском государстве. Можно стать жертвой миллионов граждан. Сейчас вы поддерживаете свою общественную деятельность? С вами связываются как-то мигранты по-прежнему? Ну, я, по-моему, ни минуты, ни час, даже не говорят, не был на стороне, чтобы ответить на их вопросы. И средства массовой информации, в частности, интернет. Портал у нас постоянно и в WhatsApp, и в Facebook, и в YouTube. Наш сайт общероссийское общественное Tajmigran.com.
Ну, соответственно, наша газета сейчас не выходит, мы всегда в контакте, количество граждан нам известно, пострадавших нам известно, мои обращения выходят, в основном они в виде обращений как запись видео, соответственно, их вопросы к нам поступают, ситуация не изменилась, ситуация намного ухудшилась, вы видите, что даже была изнасилована, последующая убита таджикская, значит, девушка 4-летняя, последующее вы знаете, что там произошли другие убийства на территории России со стороны скинхеда. Появились разные видео. На тот момент у нас были возможности как-то их успокоить. При этом была создана с моей стороны и нашими советами при диаспора различные спортивные клубы. Они занимались, люди наши. Они видели, что люди развиваются, соответственно. И боялись. А после этого все это было закрыто, арестовано, все это спортивных комплексов. Значит, всех этих людей, которые занимались спортом, они принимали участие и за Россию. В общем, их вообще убрали так называемые с поля зрения. Оставили те люди, которые практически сегодня беззащитными, писать, читать не умеют. Любые жалобы в Российской Федерации, которые даются стране, даже коллективные жалобы не рассматриваются. Нас беспокоит средства массовой информации в России абсолютно, когда вопросы возникают того же Ивану Горунова, вмешательство средств массовой информации, потому что он русский, он гражданин, только считается тот человек, который или русский, или еврей, может быть, пускай простят мне наши коллеги с Армении, он армянин. А все остальные люди, которые находятся там, из бывших стран СНГ, в любое время может остаться без ничего. Это уже на моем примере. Я встречался с господином послом, с его советниками, с Жуковым Олегом, генеральным консулом в России. Но обоснуйте, а в чем причина? Я получал письмо, ответ, соответственно, от Марии Захаровой. Она в шоке, она говорит, что я сама не могу понять, почему вам Таджикистан выдали справки. Я говорю, выдали деньги вашим полковникам, генералам. Учили, зачем такие вещи происходят по отношению к таджикской нации. Народ будет все равно выбирать свой путь. Путь это остался неизбежно, это 20-й год. Это предвыборная кампания в Таджикистане. Уже 2 года нахожусь в Таджикистане. Мне уже предложено поехать, остаться на Западе. И мою семью готовы они предоставить возможности прожить и моим внукам, потому что они все граждане России. Но учитывая, что я офицер, я прошел школу советского и прошел российскую, не хочется, чтобы за какие-то, называются, гниди в званиях генералов или давление делают на судебную систему. Значит, в стране здесь не существует законы. Поэтому, как офицер, еще раз повторяю, что мне очень дорог народ России, русский народ. На войне погибли. Приехал мой отец, соответственно, с ранениями с братом. И 2 из братьев у них похоронены, один на Украине, другой в Смоленской области. За кого они воевали? И почему такое количество большое были тогда? Именно пошли на защиту российского, белорусского и украинского государства. Сегодня для таджикского народа остается загадками. Скажите, а вот вообще как обосновали, за что вас выгнали из России? Как это объяснили? Это было заготовлено заранее. Вопрос к тому, что возвращение большое количество денег востребовано было с нашей стороны, со стороны работодателя, в частности господина Собянина. Он был мэром города, построены все практически метро благодаря трудовым мигрантам. Черновая работа практически не есть. Строительные там связанные схемы, которые были созданы в России на строительстве новых домов, новостройках, рынков. Абсолютно все это то, что связано с возможным бытовое обеспечение Москва или другие крупные города, зависит от трудовых мигрантов. Они учитывали к тому, что это единственный народ, потому что, вы знаете, узбеки сказали, что такого не будет. Это на уровень глав государств. Молдаване сказали, что мы поедем там в Румынию. Украинцы сказали, мы едем в Европу. Грузины говорят, что мы люди гордые. Казахи сказали, что мы почти русские. Киргизы сказали, что вот мы приняли нас таможнями. Сказали так, граждане Таджикистана в России, независимо от гражданства, они будут как последнего сорта, для того, чтобы сегодня можно на них зарабатывать и полицейскому, и судебную систему, и управление Федеральной миграционной службы, и УИН, соответственно, исполнение наказаний. Но это была главная задача, и до сих пор остается не открыто данный вопрос. Это исторический факт. Я думаю, что все равно победа будет за нами. Победа в том, что я не сильно тороплюсь к тому, дайте мне российский паспорт, хотя меня оставили без военной пенсии. Я получал 18 лет военной пенсии. У меня, соответственно, боевые действия 4 года. Делали все
на благо Российской Федерации. Ну, видите, как получается. Здесь сегодня не играет роль ни ордена, ни медали, ни званий, ни доблестные офицеры. А играет так криминальная структура, которая еще остался после 90-х годов в России, стали начальниками полиции, часто с них остались сотрудниками Федеральной службы безопасности. Они делают свое дело. А молчание Таджикистана — это практически нарушение суверенитета Таджикистана. Благодаря подавлению России происходило. Это я уже говорил руководству Таджикистана. Потому что я все судебные системы до Верховного суда, до председателя и письмо официально на имя комиссии при президенте Таджикистана рассмотрение моего гражданства, а то, что мне вы даете, все нарушено. Мне было сказано, что на нас было давление. Россия на нас давил, или миллион граждан Таджикистан, или вы забираете этого вашего таджика по фамилии Шарипов Карамат Бакуевич. Ну, сказали, у нас выхода нет. Участник в данном вопросе представительный генеральный консул Таджикистана Ашраф Гулов. Это зять президента, который подписал бумагу, что я гражданин Таджикистана, справка о возвращении. На тот момент он не был генеральным консулом. Вы думаете, что российским властям не понравилась ваша общественная деятельность, поэтому вас выдворили, да? Вы поймите, Россия нарушила, в первую очередь, статья 8 конвенции. Это очень для России. 17 статей Комитета по правам человека при ООН. Посмотрите, если Россию понравился, не понравился, я был гражданином, помимо этого у меня большие заслуги перед народом российского государства. Большие заслуги, еще говорю, я остался жив, все об этом знают, у нас получили большие ранения, убит был комбат, это все были, тогда я был гражданином. Каким образом передает бумагу в УФМС, или Федеральная миграция, или МВД о том, что я не был гражданином. Вы хоть поднимите одну бумагу, разве с 93-го года хоть один человек проходил военную службу, если он не был гражданином Российской Федерации. Это чушь, это обман. И что вы, получается, отправляете людей куда-то или там лишаете, даете квартиру, мне даете гражданство. Я являюсь, дело имею с секретными документами, которые вообще нельзя каждому доступ получал же. А в один прекрасный день принимают решение, что он никто. Хорошо, а я никто. А вы куда меня отправили? А каким образом? Через спецприемник? Да не в один день 3 суда проводите. Я обращаюсь, чтобы решать, что и паспорт брали незаконно. Вы окружаете Люберецкий городской суд более 200, значит, собранными. Зачем? А последующие через 3 часа, я находясь там, за меня протокол заполняли, что меня задержали на территории там Люблинского района. Я был в зале суда, и это протокол связан о моей депортации, выдворении, а последующий отправить в спецприемник. Я еще раз вам говорю, это что за страна? Думаю, мы и многие люди, которые сегодня я смотрю различных телеканалов в России, они с ужасом смотрят на подобие. Почему средства масс Малахов сегодня молчит, он может оскорбить киргизский народ? Почему Гордон молчит? Почему это Соловьев, когда заплатили, его можно показать? Можно говорить часами. А сегодня посмотри, что мы говорим. Победа Великой Отечественной войны. Мы говорим про преемников России в советском государстве. И это почему я говорю, это мне больно в том, что я офицер, еще раз повторяю. Сегодня больше 70% из общих трудоимек, это почти 5 миллионов членов семьи вместе с ним, они готовы завтра проголосовать при первом выборе в Таджикистане. Мы оставляем 7 миллиардов долларов в России, возвращаем только 2,5 миллиарда в Таджикистан. Почему об этом? Это есть кормушка. А где их права? Где ты, соответственно, уполномоченный по правам человека, который сильно говорит? Ну, я получал письмо от Татьяны Маслякова, уполномоченной по правам человека при, значит, президенте или государстве. Она мне говорит, если вы еще раз будете писать, хотя я второе письмо отправил, соответственно, с угрозой, на основании такой-то статьи вам никто больше отвечать не будет. Но она бегает на Украину за Кирилла Вишневского, потому что он славянский внешность. Не надо было, соответственно, отправлять человека, если вы его не обеспечите там. Вы говорите, что борьба против исламского терроризма, а я посмотрел все бумаги, более 100 тысяч таджикистанцев, от 30 до 50 лет, их закрыта, значит, дорога в Россию. А написано постановление суда. Они являются опасными лицами для российского общества.
Тогда если опасными, вы создали ОДКБ, вы создали ШОС, военную структуру свою. А что тогда вам бояться, когда талибы находятся в Афганистане, или когда более 100 тысяч, они более опасны? Если они опасны, вы отправляете куда их в Таджикистан? А в Таджикистане что находится? Военная база Российской Федерации. Их семьи и дети находятся. Мне очень жалко, что маленькие дети. Вы уже как таджики, это преступники, это террористы, экстремисты. Если в лице Карамата Шарипова уже говорите, ну тогда мне извините, вы определитесь со своей политикой внутренней сначала, а потом с внешними. Почему сегодня журналисты, которые в России, не хотят об этом, когда освещение вести, если показать по всем каналам или в газетах? Я с ними разговаривал. Даже с моим адвокатом был разговор. Вы говорите, вы понимаете, это ваш политический заказ. На завтра с работы вы говорите, а что такое слово журналист? В переводе журналист или правозащитник, это практически такой же, значит, военный человек, который на поле боя, и они смертники, они должны говорить правду и не бояться. Сегодня вот, как это дело возвратить, значит, любые, значит, делегации, которые прибыли в Таджикистан, мне были, значит, надежда с ними увидеться в Госдуме, там Жириновский все, абсолютно они приехали сюда, и Лавров, соответственно, был, последующий были Путин. Я просил других каналов, что довести, в том числе Радио Свободы, Радио Зоди, что задали вопрос. Проблемы у вас, Наталья, Бутина в Америке. Проблемы у вас с другими, соответственно, связаны, Вишневскими, проблемы с теми журналистами Запада. А что будем делать? Человек, который занимал 18 лет правозащитной деятельности, посол мира он получал. Титул, соответственно, мне был предоставлен за 3 фильмов «Тайные трагедии», также с труда иммигранты, кому это выгодно. Человек, который, соответственно, был военным, служил не Таджикистану, а служил Россию. А вы отправили здесь. Здесь его невозможно трудоустроить, у него нет ни паспорта, ничего. И также международные организации, ООН, которые были здесь, благодаря мы через Страсбург вышли, через другие, соответственно, международные адвокаты, потом решили, значит, получить наши жалобы. То есть ваше дело сейчас вот в Страсбургском суде, да, находится? Да, дело будет передаваться, 2 дела в ближайшее время. Уже все после Верховный суд России отказал рассматривать вопрос, потому что нам надо было обязательно к ним обратиться. Потому что если Верховный суд рассмотрел, мы вышли бы на Конституционный суд России в связи с тем, что хорошо и плохо, владея ситуацией, как провести дело в судебной системе, как адвокат, как правозащитник. Последующий, соответственно, мы считали, что одно из дел должно идти именно в Организацию Объединенных Наций, потому что Таджикистан также причастен к данному вопросу, потому что здесь была арестована, закрыта наша организация Общероссийское общественное движение. Помимо этого, давление пошло на нашу внутренние средства массовой информации, это наша газета «Голос таджикистанцев» уводит Таджикистане. Это почти 50 тысяч выходили бесплатно и раздавались гражданам. Никаких там, соответственно, не было, потому что всех устраивал. Была политика внутренней России, внешняя политика СНГ и проблемы, которые сталкиваются граждане Таджикистана. А вы можете рассказать вот про это движение «Таджикские трудовые мигранты», как оно появилось и чем оно занималось, вот поподробнее? Общероссийское общественное движение создано было на базе фонда поддержки выходцев Таджикистана в России, которое было создано в 2001 году, а на первом съезде народа Таджикистана в 2007 году, 10 ноября, образовалось Общероссийское общественное движение, имеет свой печатный орган. Газета «Голос таджикистанцев» был предложен, и сайт tajmigrant.com, который, если посмотреть по своим, значит, рейтингам, занимает 8-й максимум в нашем отсутствии, хотя даже на 12, даже 18 место. Это нормально, значит, считается посещаемость, хорошая информация. Основными его читали все представители Следственного комитета, МВД и другие структуры власти. Работа была очень большая, это большое количество, постоянная работа 24 часа. Работали адвокаты и волонтеры, работали в 46 регионах России наши представители. Вся эта база доказательств у нас была в Верховном суде России, но нас никто не хотел слушать, команда была сверху. Ну, в общем, поймите, что если команда есть, то до сих пор мы живем в тоталитарной системе. Поэтому здесь мы добились все, провели съезды последующие в 2016 году. Ну, независимо от этого, в 2016 году организацию закрыли. Ну, учитывая, что есть закон общественного объединения, мы дальше действовали. И в 2017 году же был, соответственно, образовался у нас Федерация мигрантов СНГ, где было предложено мне занимать пост президента Федерации мигрантов.
Ну, в это время, вы знаете, на территории России действовал Федерация мигрантов России. Им стало как-то обидно. Почему вот он там и закрыли, а тут его избирали его президентом Федерации мигрантов СНГ. Ну, это народ выбирает, это не я. Ну, наши, значит, действия были человечнее, правдивее. И я не мог отказаться, и это все было, значит, в присутствии других представителей народов. Сегодня мы видим, что сами такие, значит, называем, которые пользу приносили Российской Федерации, наша организация и наша газета, они закрыты благодаря ряд представителей силовых структур. Ну, опять говорю, при получении большой, значит, количества суммы денег от руководителей Люблинского торгового центра, город Москва, Москва торговый центр называется, и рынок Садовод. Ну, а сейчас кто-то занимается защитой прав мигрантов в России? Ну, в России всегда были наши, думаю, что на них тоже идет. Допустим, сейчас я на связи выхожу и с теми, которые не дают о себе знать, но по телефонам где-то разъяснительную работу проводится. В открытой форме невозможно, потому что российские власти, или называем почти команды, правоохранительные органы, стараются преследовать их деятельность. Поэтому говорю, что завтра вот все, наша организация работает. Там были молодежные организации Возрождения, были, соответственно, организации, связанные с Ватаном, с СИМом. Другие, которые были, они потом последующие сами себя похоронили, потому что после общероссийского движения смысла не было им в одиночестве, значит, действовать. Сегодня я считаю, что для этого вмешательства нужно на Таджикистан, создать надо срочно или образовать, или открыть представительство по уполномочению по правам труда и иммигранта Таджикистана в России, которая должна работать. Если обратно, этот человек оказывается, как любой наш уполномоченный на постпространстве СНГ купленными, и мы отправим этого уполномоченного в Россию, скажем, будучи молчать и ничего не будешь делать, нет, поэтому должна избираться этот человек, уполномоченный самим трудовым мигрантам из Таджикистана. Их больше 2 миллионов, это все известно. Несмотря на это, вы знаете, уже за такой период очень большое, значит, количество, значит, были отправлено тела граждан убитыми и умершими. Ну, я понимаю, и здесь умирают, и там умирают. Но печально в том, что это люди нуждаются в возвращении тела своих собственных граждан. Многие из них остаются еще в моргах и обращаются к нам, не возвращая по сегодняшний день те зарплаты еще, что-то 3-4 года остались, не говоря о свежих, которые, значит, фактов, которые поступают к нам. Что надо делать в таких случаях? Значит, скорее всего, Россия не нуждается в трудоиммигранте, потому что если подобные ситуации я оцениваю, как человек, как общественный деятель, я вижу, что люди просто стали жертвой системы, особенно после распада СССР. Помогать надо гражданам, вы должны помогать, и я, и еще раз, средства массовой информации. Вот я сейчас готовлю Гордону, человек закону, и Малахову. История СО это все. Почему вы не хотите решать в своем СМИ? Происходит подобные ситуации по отношению к человеку, гражданину России. Что мне семья пострадала, она была после операции. Все это было зафиксировано. Почему я хотел вот сегодня Следственный комитет, который я отправил, и генеральному прокурору, мне такой ответ пишет. Понимаешь, когда люди, которые совершили, они спускают вниз. Я написал, что совершено преступление, те же деяния, они граждане, деяния, значит, обраны в погонах. А они отправляют вниз, и те же люди, которые совершили преступление, мне пишут ответ. Обращайтесь в суд. Какой суд? Российский суд. Нет в России судов, вы что думаете? Какой суд? Все об этом знают. Вчера я смотрел программу Гордона. Человек сидит в тюрьме, обвиняли якобы за изнасилование его своей собственной дочери. Придумала жена опера. А там, говорят, если мы отправим, забираем, освобождаем с тюрьмы российского, то, соответственно, в тюрьму должен попасть прокурор, следователь. Ну и пускай сидят. Тогда это чьи дети? Значит, дети чиновники, получаются, прокуроры, судьи. А нас учат в других странах, как жить в Средней Азии. В Средней Азии можно жить всем нам. Тут цивилизация. Европа изучала цивилизацию благодаря Самарканду, Бухара. Это таджикские места, все знаете. Здесь была цивилизация, астрономия, астрология была, математика, физика, все отсюда и вышли. И цивилизация в бытовом поле. А сегодня нас начинает учить, как сделать и что сделать. Мне еще раз говорю, паспорт российский не так сильно важен, чем возвращение мне в Россию, сказать, что таджикскому мировому сообществу я возвратился благодаря российскому мудрому, значит,
люди, которые сегодня, или средства массовой информации, сказали, что по отношению к вам, по отношению к членам вашей семьи, по отношению к вашей организации, миллион таджиков было ущемлено и нарушено ваши права. Вот это я хочу. Может быть, на следующий день я скажу, извините, я устал от вашего паспорта. Я покину, уйду, но пока этого я не добьюсь, все равно так останется вопрос в открытом. Вот. А скажите, пожалуйста, вот нарушения прав таджиков, вот какие они? В основном не выплата зарплаты, да? Я еще раз вам говорю, что нарушение прав, это не начинается с выплаты. Нарушение прав, это начинается во время прибытия с аэропорта или вокзалов и заканчивается до трудоустройства этих граждан. А последующее все это считается, начиная прибытие, проверки закона, незакона, откуда, куда, чего. И бывает, это все это уже нарушение. Последующие в административе, когда привлекают таджиков, они должны иметь адвокатов. Последующие они в суде не принимают, по отношению к ним десятки или сотни людей в день депортируют, судью глаза не видели. После, когда они отправляются в суд по уголовным, человека не нашли, с таджика делаем мы сегодня, соответственно, или террористы, или экстремисты. Я посмотрел последние дела, которые связаны с задержанием террористов на территории России из числа опять выходцев из Средней Азии. Ну давайте изучаем. Особенно два брата с Киргизии. Откуда граната свежая, откуда пистолеты свежие. Но как оказалось, что люди 50 читать ничего не умеют, якобы так думают, они могут как создать ту же, соответственно, взрывчатку. Ну, это смешно. Почему среди задержанных нет ни одного где-то чиновника? А потому что этих детей-чиновников везде по всему миру, особенно в странах СНГ, есть рабочие места, есть большой капитал в кармане или в банках. Ну, предоставьте рабочему классу тоже работу. То он не будет наркоту торговать. Или в конце концов он не будет идти как завербованный человек. Последующий в тюрьмах арестуют. Ну, давайте адвоката, хорошо. Я надеялся, что мои права есть в Конституции, мои права есть избранный президент, мои права, в конце концов, есть русский мудрый человек. А когда все это положил, поставил на весы, посмотрел, это все, называемое так, на бумаге, и ничего не надо. Одни оскорбления, унижения, чурки понаехали, чурки, соответственно, занимая наши рабочие места. Вы прилетайте к нам, я вот вас встречу, я в Таджикистане, прилетайте. Спасибо большое, интересный разговор. Ну ладно, удачи вам, держитесь. Вот. Ну всего доброго, до свидания. До свидания, удачи вам.